ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Сбитый летчик с секретным пакетом, диверсанты, операция спасения и прочие страсти в духе шпионских боевиков преодолевали не кто-нибудь, а кадеты Ухтинской школы номер 18. 16 сентября 11 юношей и девушек отправились под Устцильму в село Коровий ручей. Именно здесь, в отдалении, пролетал самолет с секретной информацией, но вдруг пропал, а может и вовсе сбили. Объединившись с местными кадетами, наши бойцы отправились на выручку, рискуя напороться на возможного врага. Совершили марш-бросок, отыскали место падения и даже умудрились взять языка, отбиваясь от диверсантов. В общем, день явно задался. Я участвую в первый раз. Больше всего мне понравилось то, что обстановка была наиболее приближенная к настоящим условиям боя. Еще мне понравилась тактика, то есть нас обучали тактике, нас подготавливали к тому, что может быть в армии. Для парней такие приближенные к реалиям учения дело хорошее, ведь некоторые планируют связать свою карьеру с силовыми структурами. Однако среди участников есть и девушки, они наравне со всеми преодолевали препятствия в 3 отделениях – разведки, минометной батареи и даже среди штурмовиков. Да-да, и такие тоже были. То, что в своем взводе разведки я была единственной девочкой, то мне, конечно, трудно было поспевать за оравой мальчишек. Они все-таки сильнее. На досуге я люблю писать, и в своих рассказах я часто использую военные действия. Возможно, мне помогает то, что я сама чувствую, помогает в написании. Я была в взводе штурмовиков. Было то, что именно страшно первое время, то, что еще не привыкла, когда были выстрелы, и такой резкий шум, то, что именно было страшно. И не мудрено, ведь в процессе операции было решено штурмовать лагерь врага, что успешно и состоялось. А ночью остатки недремлющего зла пытались прорваться, опять же безрезультатно. Важный момент. Военно-тактическая игра была рассчитана на достижение поставленной задачи, а не командное соперничество. То есть и ухтинские кадеты, и устцильмские работали в тесной связке. Как итог, грамота за участие и неплохой вклад в личное портфолио. Мол, диверсанты, тактика, боевые операции видели, знаем, тренировались. Все мы стремимся к какому-то результату. И для детей главное, что их все старания, они оценены по достоинству. Сборную Ухты, сборную команду Ухты всегда на военно-полевых, что на российских, что на республиканских соревнованиях, всегда отмечают, что ребята подготовлены, и на фоне других, в том числе и кадетских корпусов Российской Федерации, они выглядят очень достойно. Игра «Боевой расчет» для многих из ребят была первым таким опытом, но не последним точно. Кстати, вот уже в конце октября в Санкт-Петербурге состоится общероссийский кадетский слет. Ухтинские воспитанники тоже хотели бы на нем побывать. Сейчас школа пробует решить вопрос с финансированием, и тогда здравствуй, город на Неве. Согласитесь, показать свою выправку и умение на уровне страны для нашего северного городка будет совсем не лишним.